Дамы и господа, также наши маленькие пассажиры. Мы рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Казахстан». Для меня, как руководителя авиакомпании, с момента ее старта, самым большим вызовом было начало. Когда вы запускаете авиакомпанию, ее нельзя запустить наполовину. Это не как в ресторане, когда вы можете сказать: «Пока я буду подавать только обед, но ужин предложу вам в следующем месяце». В авиакомпании все должно работать с самого начала, с первого дня и работать на отлично. Блэр Поллок покорил небо еще в студенческие годы в эскадрилье Королевских воздушных сил Британского университета. Владелец 3 пилотских лицензий и опытный управленец, которому Национальный фонд Казахстана Самрук Казына доверил штурвал своей новой дочке. Взлет авиакомпании «Казахэйр» пришелся на год экономической турбулентности. Компания была запущена в 2015-м как стратегический проект для Казахстана по специальному поручению президента республики. Это подразумевало запуск региональной авиакомпании для перелетов между городами большой страны на современных самолетах и по международным стандартам безопасности. При этом нашей целью было максимально использовать технологии компании лоукостеров, чтобы наши пассажиры могли ощутить преимущество низких тарифов. В логотипе компании всмотритесь: карта целой страны. Это 14 областей, которые должен соединить и стимулировать их развитие отечественный авиаперевозчик. Маршрутная сеть сегодня уже состоит из 10 направлений. Городов-хабов 3 – Алматы, Астана и Атырау. Есть очень большая доля маршрутов именно региональных по небольшим городам, где в настоящий момент пассажиры, как путешествующие, вынуждены пользоваться железнодорожным транспортом, либо автомобильным транспортом, автобусами и так далее. Мы хотим, чтобы люди действительно могли экономить время в пути, пользоваться удобными авиаперевозками. И именно здесь мы видим свое будущее. Востребованность рейсов – показатель экономических связей между регионами. Так, вопреки ожиданиям, спрос на направление Кустанай-Актобе оказался невысоким. Его пришлось отменить. А вот запущенный в прошлом году маршрут Астана-Жезказган, напротив, стал настолько популярен, что частоту рейсов увеличили сразу до 3 в неделю. Самое же взрослое, как говорят в компании, и всегда загруженное направление – конечно, Астана-Алматы. Около 15% пассажиров авиакомпании сегодня летают транзитом. Треть пользуются уникальными маршрутами, которых нет у других авиакомпаний. Например, рейсом Атырау-Уральск. Мы как раз тоже анализировали спрос внутри Казахстана. Он достаточно очень сильно развивался последние 10 лет, то есть достаточно был активный рост пассажироперевозок. И также мы видим, что есть достаточно очень стабильная тенденция роста и в ближайшие 10 лет, то есть около 7% роста мы ожидаем. Борты «Казахэйр» сегодня загружены в среднем на 76%, а количество рейсов по сравнению с прошлым годом выросло на треть, до 124 в неделю. И это, кстати, не только внутренние направления. Второй год совместно с крупным туроператором компания запускает свой летний чартер из Алматы на побережье Иссык-Куля. В ближайшие годы компания планирует активно развивать приграничные направления. У нас есть 5-летняя стратегия развития, которая недавно была вновь подтверждена нашим единственным акционером – фондом Самрук Казына. Мы должны достичь прибыльности с флотом из 5 воздушных судов. 2 новых самолета прибудут следующей весной. Это позволит нам увеличить частоту существующих рейсов, например, на запад и на север страны. Кроме того, мы сможем приступить к международным полетам. Сейчас мы видим, что некоторые российские перевозчики начали полеты из сибирских городов в региональные города Казахстана. Мы также планируем выполнять такие же маршруты. Кроме этого, конечно, это страны Каспийского региона, Закавказья, куда традиционно достаточно большой спрос, а также Северный Кавказ, в котором имеется достаточно очень много курортов. Дамы и господа, наш самолет набрал заданную высоту полета. Вы можете привести спинку в кресло, удобно делать положение. Крылья «Казахэйр» сегодня – это 3 самолета нового поколения от канадского производителя «Бомбардье». Q400 Next Gen идеален для полетов на короткие расстояния.
В отличие от своего собрата с реактивным сердцем, этот винтовой самолет экономичнее и проще в обслуживании. Приземляется на грунтовые полосы длиной всего в 1,5 километра, поэтому и хорош для региональных аэропортов. Не боится низких температур, закален на минус 54 по Цельсию. Казалось бы, раз винтовой должен больше шуметь, но буква Q в его названии значит «quiet» – «тихий». Компания «Бомбардир» постаралась, чтобы их турбовинтовой самолет был максимально бесшумным и также максимально быстрым. Самолет рассчитан почти на 80 пассажиров. Дальность одного полета – 2000 километров на предельной высоте в 7500 метров со скоростью 667 километров в час. Расстояние от Алматы до Астаны борт преодолевает за 1 час 50 минут. У «Казахэйр» самый молодой воздушный флот среди всех авиакомпаний страны. Средний возраст ее лайнеров – 3 года. Мы с самого начала строили компанию согласно мировым требованиям авиационных властей и мировым стандартам. Поэтому в первую очередь мы придерживались европейской модели, это ИАСА. Поэтому так же самолет обслуживается инженерами субконтрактной организации, в которой все инженеры имеют ИАСА лицензию. И сама линия имеет ИАСА одобрение. В этом плане самолет очень безопасен и надежен. Полное плановое техобслуживание воздушные суда компании прошли в первой половине этого года. А перед каждым рейсом обязательно предполетная проверка. Прежде всего, внешний осмотр на наличие вмятин и дефектов. Многие не догадываются, что крылатую машину проверяют сами пилоты, они имеют на это соответствующую квалификацию. Командир вправе задержать вылет, если заметил неполадки или его тревожит погода. Мы за час 15 приезжаем на аэродром и начинаем готовиться к полету. То есть изучаем погоду, определяем с капитаном вместе, определяем, сколько топлива необходимо для выполнения полета. Изучаем, если есть ограничения по аэродрому назначения. Также определяемся по погодным условиям на запасных аэродромах. И после того, как определились, сколько топлива нужно, как будем выполнять полет, какие погодные условия, командир принимает решение. То есть капитан воздушного судна принимает решение, выполняем мы данный полет или нет. Казахстанское небо требует от пилотов максимального профессионализма, говорит летчик. На юге часто туманно, на севере ветрено и низкие температуры. На западе высокое давление. Минимальная видимость для посадки – это 350 метров на полосе при нижней границе облаков в 30 метров. Но практически все пилоты «Казахэйр» имеют право выполнять полет при такой ограниченной видимости. Дамы и господа, командир воздушного судна включил табло «Застегните ремни». Наш самолет снижается. Через 20 минут мы прибудем в аэропорт города Шымкент. Температура воздуха 26 градусов по Цельсию. Еркен Наурызбаев – бывший военный летчик, управлял воздушным командным пунктом на Ту-134. Свою карьеру в вооруженных силах закончил в звании майора 4 года назад. Прошел обучение в Турции и Штатах. Сегодня за его плечами около 2000 налетанных часов. Для нас, для авиакомпании, чтобы устроиться в авиакомпанию «Казахэйр», необходимо, чтобы у пилота было 1000 часов налета, общий налет. И, конечно, дополнительно должны быть у него свидетельства коммерческого пилота. Знание английского языка – это один из первых требований на уровне 4 и более по шкале ИКАО. Пилоты проводят в небе по 70-80 часов или около 3 суток в месяц. Каждый новый рейс через день, дважды в год сдача экзамена на специальном тренажере. Из 39 пилотов компании 18 – казахстанцы, остальные – европейские и канадские специалисты. Местные летчики пока в большинстве занимают кресло второго пилота. Но ситуация быстро меняется. Большим вызовом, когда мы только начинали в 2015 году, стало то, что в Казахстане не было пилотов, способных управлять новым для страны типом воздушного судна «Бомбардир Q400 Next Gen».
Поэтому в самом начале все наши пилоты были иностранцами. Но очень быстро авиакомпания наняла местных опытных пилотов, и они прошли обучение под Лондоном и в Стокгольме. Со временем наши вторые пилоты смогут самостоятельно занять кресло капитанов. Конечно, стремление – это в первую очередь стать капитаном. То есть для этого нужно набрать налеты, для этого каждый год нужно совершенствоваться. С момента запуска Казахэйр уже перевезла около 600 тысяч пассажиров. Своего полумиллионного юбилейного клиента перевозчик поздравил этой весной. Мы бы хотели поздравить полумиллионного пассажира авиакомпании «Казахэйр». Спасибо большое «Казахэйр» за такой неожиданный подарок. Выбирайте «Казахэйр». Только за 2018 год авиакомпания планирует перевезти 300 тысяч пассажиров и достигнуть количества обслуженных клиентов за все время 700 тысяч человек. Компания стала практически лидером роста пассажиропотока в Казахстане. В этом году за первое полугодие у нас также имеется очень хорошая тенденция роста, около 55% роста пассажиропотока по сравнению с прошлым годом. Ценовая политика с самого начала выбрана очень гибкая. Существенно экономить на перелете при минимальных требованиях, например, к весу багажа или бортовому питанию, позволяет тариф бюджетный. И его уровень практически не менялся за 3 года. Дополнительный сервис клиент при онлайн-заказе выбирает и оплачивает отдельно. Мы идем к тому, чтобы уменьшить большую составляющую в тарифе и вынести дополнительные продукты отдельно для тех, кому действительно это необходимо. Есть возможность выбрать место в салоне, так как, например, у нас передние ряды имеют ширый шаг кресел. Есть возможность заказать дополнительное питание на самолет. И, в принципе, то есть у нас сейчас достаточно очень хороший, богатый выбор. Около 7 разных вариантов сэндвичей и салатов есть. Такая модель схожа с популярными европейскими лоукостерами, которые позволяют клиентам быстро и экономно добираться до точки назначения. Но при этом Казахэйр позиционирует себя немного иначе. Мы всегда будем своего рода гибридом между авиакомпанией полного сервиса и низкобюджетной авиакомпанией, такой как ирландская Ryanair, ставшая феноменом в мировой авиации. У нас никогда не будет телевизоров на спинках кресел, но и как Ryanair мы используем много дополнительных сервисов, приносящих прибыль. При этом Казахэйр работает в условиях ограниченного пассажиропотока в большой стране. И здесь мы также ориентируемся на опыт регионального перевозчика «Азул» из Бразилии. В марте следующего года флот Казахэйр пополнит еще 2 новых лайнера «Бомбардье» самой современной модификации. Такие перемены позволят казахстанцам уже скоро экономно и с комфортом летать в соседние страны, а также быстрее добираться до далеких уголков нашей страны. Мы продолжим фокусироваться как на основных региональных маршрутах, так и на нишевых, в особенности на западе Казахстана, на рейсе Атырау-Уральск, который больше никто не осуществляет, но который приносит большую пользу для нашей нефтяной промышленности. Или также на рейсе Актубе-Атырау, который больше никто не выполняет, но и он очень популярен. Еще одна ключевая цель компании – получить самый авторитетный сертификат безопасности полетов. Сертификация IOSA – это операционный аудит безопасности полетов, который проводит Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В ноябре прошлого года мы проходили аудит по более 900 пунктам, и мы прошли его с очень высоким процентом соответствия. Сегодня мы работаем над закрытием лишь небольших замечаний и ожидаем, что получим сертификат в этом году. До конца года авиакомпания также планирует завершить второй набор местных пилотов, а общее количество сотрудников вырастет с 260 до 300 человек. И интересный факт. Свою летную карьеру в Казахэйр начнет первая казахстанская женщина-пилот современного и сверхнадежного лайнера «Бомбардье Q400 Next Gen».